Огромный экскаватор энергично орудует своим мощным ковшом посреди карьера. Управляет гигантом опытнейший машинист Рустам Мазитов. Можно сказать, именно здесь рождается Андреевский кирпич, история которого насчитывает полвека. Огромные насыпи осадочной породы, добытые в собственном карьере, отправляются на завод для создания самого надежного, проверенного временем строительного материала. Андреевский кирпичный завод – предприятие с богатейшей историей. Самая первая партия керамического кирпича была произведена здесь в августе далекого 1971-го. Более 30 лет работой завода руководил Заки Нигматянович Валеев, заслуженный строитель Республики Башкортостан. Его талант организатора и целеустремленность вывели Андреевский кирпичный завод в разряд самых финансово устойчивых предприятий строительной отрасли. Сегодня Заки Нигматяновича здесь встречают как самого почетного гостя. 86 yılını raykomuğa çağırtıp aldılar da partinin işi bittiğinde sen Kirdağ'da barasın. Все. Келдік. Келіп отырды мен 15 декабрьда. Нешік башладыңыз ішіне? Нешік башладым. Пик ауыр ел ол завод үшін. Нық суық ел болды бетінде. Кеттік, крутить етіп кеттік енді эшләдік мына. Бірақ биыл заводқа 50 ел бола эшлей башлағанда. Мен бик шатмын. 50 ел бойына завод бір тапқырда туктап тұрған жоқ. Эшлей. Бұл уақытта өздері шақырып алалар, ярдәм сұрап енді, кеңешләшергә енді. Келем, туған үйге қайтқан сымақ. Опыт старшего поколения – бесценная кладезь знаний для сегодняшних работников. Поэтому здесь с большим уважением относятся к ветеранам-кирпичникам. Среди них заслуженные строители республики Анатолий Ашгихин, Диния Сагабиева и многие другие. С 2015 года заводом руководит Айрат Сагитович Набиев. В его кабинете хранится коллекция не заморских сувениров, а кирпичей из других заводов республики. Как оказалось, большинство из этих заводов уже прекратило свое существование. А на стенах огромное количество дипломов и почетных грамот. Завод не раз удостаивался звания «Лидер России» среди других аналогичных предприятий. И по словам директора, только благодаря сплоченному коллективу, преданным мастерам кирпичного дела, предприятие сегодня сохраняет свои достойные позиции в стройиндустрии республики. В коллективе работает около 60 человек. Коллектив очень трудолюбивый, дружный, сплоченный, работают слаженно. Коллектив, как каждый человек в нашем коллективе, как маленький винтик в большом вращающемся механизме. В этом году планируем выпустить порядка 7 миллионов кирпича, соответственно, успешно реализовать их. Из карьеры сырье отправляется в цех формования кирпича. Здесь оно увлажняется, насыщается наполнителями в огромном механизме, напоминающем мясорубку. Далее однородная масса попадает в пресс. На выходе формируется брусок, он пропечатывается узором, известным среди кирпичников как черепашка, и разрезается на кирпичный сырец. Поскольку в сыром кирпиче содержится влага, обжигать его сразу нельзя. Сначала сырец следует просушить. Как пояснил главный инженер завода, этот процесс происходит в многочисленных сушильных тоннелях. Шыққан сырец кирпич деп аталайын деп шушындай формаға келе. Юғыш енді бұл ауырлығы да ауырғына. Сосын формада бұл 4 кило ярым деп шығады. Сонан соң янып шыққаш 3 кило ярымларға қолайын деп. Шушындай формада бек мотор. Шушындай яндырып. Самосушка деген жерде тұрайын деп кирпиштер әдесі уақытта. Бұл уже киіп тұрайын шушындай. Әкіріңна киіп атырған режимде енді бұлар. Цех садки. Здесь всем умело и расторопно заправляют представительницы слабого пола. Хотя, понаблюдав, как девушки ловко переставляют сотню кирпичей за считанные минуты, слабыми их назвать никак не получается. Складываем вот в пакеты кирпичи, чтобы потом обжигаться. После обжига, после нас, вот, после пакета, они идут на обжиг. А вот я смотрю, хрупкие девушки, не тяжело ли вам целый день? Нет, уже сколько лет мы уже привыкли. Сколько вот за день через вас проходит? За день 6 тысяч кирпичей поднимаем, 17-16 вот пакетов складываем. Ничего, тяжело, привыкаем.
Горячее сердце кирпичного завода, цех обжига кирпича. Работа гигантской печи здесь поддерживается непрерывно, поэтому и работа операторов в таком пекле ведется круглосуточно. В обжиговой печи у нас цикл обжига происходит в течение 3 суток. Вместимость печи 29 вагонеток. На одной вагонетке у нас 1400 штук кирпича. Обжигаемый кирпич жидким топливом, природным газом. Температура в печи у нас достигает 900 тысяч градусов. Конвейерная линия заканчивается на площадке погрузки. Здесь, по словам контрольного мастера Рафиля Мулаянова, каждый четко знает и выполняет свои обязанности. Укладчики шустро перекладывают готовый кирпич на поддоны. Стропольщик, ответственный за их перемещение, обеспечивает надежное крепление груза на крюк крана. Огромный козловой кран под управлением Федора Петрова грузит поддоны для отправки до места реализации. Кранда 8-нче ел. 8-нче ел. Тотуным я. Мында точно керек. Рузиль Газизов, водитель КАМАЗа. Его стаж работы составляет 37 лет. Именно столько лет своей жизни он отдал заводу и продолжает оставаться его передовым работником, день за днем доставляя кирпич покупателю. География поставок не ограничивается Илишевским районом. Практически во всех близлежащих районах республики, а также в соседнем Татарстане строят из андреевского кирпича. Более 7 миллионов в год. 24 тысячи в сутки. Именно столько кирпичей производит завод сегодня. Кирпич марки М125 производится по строгим государственным стандартам и проходит регулярную проверку в лабораториях. Требований к качеству строительных материалов с каждым годом становится все больше. Следовательно, специалисты Андреевского завода находятся в постоянном поиске новых решений для эффективного производства. Еще летіне қойған козловой кран яңарттық өзіміздің көш біле. Шуннан мына экскаватор алған едік. Быйылғысы елына шы цех обжига кирпичада олы үш башқардық. 20 метр ұзынлықта суатларын сүтіп, өр яңадан подрядный организациялар біле эшләп башқарып шықты бұл эшләрне. Мұның эшнең нәтижесі енді біздің кирпичнің качествосын яхшыртуда тұрайды енді. Келешекте енді біздің планнар зордан. Балшық шимел эшкәртә торган цехка біз есеплейбез енді қоярга бір яңадан яхшы эшкәртә торган оборудование. Шуннан да енді тагын бар бирә торган җиһазлар урнаштырырга исәбез бар енді. Булар енді куела шуның өчен безнең енді елдан-ел таләпләр арта кирпичнең качествосына, шуларны яхшырту үзеннән шушындай планнар төзеп, без киләчәккә карап эш итәбез инде. Дорогие коллеги, разрешите поздравить вас с Днем Строителя, пожелать вам постоянного развития, достижения новых высот, открытия перспектив, выполнения поставленных целей, упорства, мужества, уверенности в своих силах. Также семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Все работники Андреевского кирпичного завода используют в работе один принцип – если строить, то строить на века. 50 лет – это сложившиеся традиции, востребованная продукция и мастерство специалистов, передающиеся из поколения в поколение. И отрадно вдвойне, что такое предприятие живет и процветает именно в нашем районе. Пусть так и будет в следующие 50 лет. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».